Здравствуйте, прямой эфир продолжит «Вести Пермского края». В студии Максим Лабутин. Смотрите в этой части выпуска. В Перми прошла церемония прощания с бойцами Пермского ОМОНа, которые погибли во время спецоперации на Украине. После отравления угарным газом ребенка удалось спасти, хотя с подобными отравлениями врачи сталкиваются крайне редко. Первый день тренировочной программы перед сезоном лесных пожаров. К прыжкам сегодня приступили парашютисты. Сегодня в Перми прошла траурная церемония прощания с сотрудниками Пермского ОМОНа, которые погибли при исполнении служебного долга во время специальной операции на Украине. Это лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин. Проститься с бойцами пришли несколько сотен человек, друзья, родственники, сослуживцы, первые лица города и края. Есть такая профессия — Родину защищать. И ребята выбрали эту профессию и отдали этой профессии, а значит и Родине, самое ценное — свою жизнь. Что мы можем сделать в эти минуты? Конечно, мы должны сделать все зависящее, чтобы поддержать родных и близких. А еще мы должны сплотиться. Бойцов похоронили на аллее Славы Южного кладбища. Ранее президент Владимир Путин объявил о финансовой поддержке семьям погибших во время спецоперации на Украине. Речь идет о сумме свыше 7 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты семьям 5 миллионов. Участники операции с ранениями получат помимо уже предусмотренных законом выплат по 3 миллиона рублей. Добавлю, что на церемонии прощания объявили, что за проявленный героизм сотрудников ОМОНа посмертно наградили орденами мужества. Это были настоящие профессионалы, патриоты своей страны, честные, порядочные сотрудники, которые остались верными присяге и ценой своей жизни выполнили служебный долг до конца. Мы понесли тяжелые, невосполнимые потери. Наша святая обязанность помнить их подвиг, помнить их имена. Перечень мер поддержки предпринимателей в условиях санкций сегодня рассмотрели на большом семинаре в Законодательном собрании края. В обсуждении приняли участие депутаты из 18 муниципалитетов Прикамья. Об этом подробнее Максим Пекер. Свое дело путь непростой, говорит Татьяна Хозишева. Однажды решила заниматься изготовлением мебели, и на сегодняшний день есть устоявшийся ассортимент. Рассчитывать при этом приходится не только на свои силы, но и на поддержку местных и краевых властей. Для нас это шаг, скажем так, вперед. Мы не останавливаемся, чтобы у нас была бесперебойная работа и бесперебойные поставки нашей продукции на рынок. Худымкар, как и любая другая территория, прочно связан с малым и средним предпринимательством. Это рабочие места, это продукция, востребованная местными жителями, а сами бизнесмены могут рассчитывать на федеральную и региональную поддержку. Сегодняшняя ситуация – это новый вызов. Вызов и в плане рынка труда, вызов в плане каких-то сырьевых услуг, вызов в плане новых продуктов. Каждый, наверное, должен и хочет сейчас какую-то поддержку получить. Перечень мер поддержки предпринимателей накануне озвучил глава региона Дмитрий Махонин. На сегодня этому вопросу посвятили большой семинар в региональном парламенте. На связи депутаты из 18 муниципалитетов. На встречу пригласили Эдуарда Соснина, министра экономического развития и инвестиций Пермского края. Мы сейчас готовим пакет законопроектов, который, я планирую, будет поддержан депутатами законодательного собрания уже на следующей неделе. Меры поддержки формируются на федеральном и на региональном уровнях. Необходимо, уверен первый вице-спикер Вячеслав Григорьев, проинформировать максимальное количество предпринимателей о льготах на налоги и кредиты, мораториях на плановые проверки, и в том числе это задача депутатов. Мы сегодня договорились, что те усилия, которые муниципальные депутаты будут предпринимать по доведению этой информации, мы каким-то образом будем контролировать. Сегодня это очень важно. И точно так же краевые парламентарии будут общаться с представителями бизнес-сообщества у себя в своих округах. Что касается семинаров, эта практика будет продолжена. В ближайшее время пройдет еще 2. Таким образом, в них примут участие все муниципальные депутаты. Максим Пекер, Матвей Вершинин, Вести Пермь. Врачи краевой детской больницы спасли ребенка после отравления угарным газом. Ситуация осложнялась необходимостью эвакуации в Пермь, для чего ребенка пришлось ввести в медикаментозную кому. Подробности знает Мария Белостоцкая.
Лиза, у нас с тобой еще 1,5 часа до уроков, поэтому можно еще погулять минут 15, хорошо? Хорошо. 8-летней Лизе Рудаковой в радости прогулки с мамой и школа. В январе семья пережила страшное. Гостя у родственников в Верещагинском районе, девочка тяжело отравилась угарным газом. А врачи районной больницы, куда ее доставили, обратились за помощью к пермским коллегам. На выездной реанимационной бригаде в тот день дежурил Юрий Курносов. Приехали на место, тактику лечения немножко согласовали, ввели ребенка медикаментозную кому и на искусственной вентиляции легких привезли ребенка в нашу реанимацию Краевой детской клинической больницы. Случай Лизы редкий даже для опытных реаниматологов. Лечением занимался консилиум из 10 специалистов, а в итоге удалось поставить ребенка на ноги всего за 1,5 недели. Она очень быстро восстановилась, и огромная, конечно, заслуга врачей в этом. На рабочем столе Юрия Курносова коллектив отделения экстренной медпомощи. Дружны, кстати, не только на фото. Смена каждого реаниматолога начинается с обзвона подопечных в территориях. Решается вопрос о необходимости экстренности вывоза того или иного ребенка. В каждом таком выезде врачу помогает медбрат или сестра, водитель оснащенного реанимобиля. Работа отделения соответствует целям федерального проекта развития первичной медико-санитарной помощи и нацпроекта здравоохранения. Только в прошлом году на дистанционном интенсивном наблюдении специалистов в детской краевой клинической больнице находилось 713 юных пациентов из различных медучреждений края. 50% из них новорожденные. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что медицинская помощь жителям Прикамья должна оказываться с высоким качеством и оперативностью, независимо от места их проживания. Профессионализм, конечно, должен быть на самом высоком уровне, потому что доктор приезжает в медицинскую организацию, повторюсь, первого, второго уровня. Он должен полностью самостоятельно принимать решения, оказывать помощь, консультировать коллег. Чувствует себя отлично, ходит на физкультуру, и про несчастье Лиза уже почти забыла. После школы я все время, если можно, гуляю, хожу. Мария Белостоцкая, Евгений Ермолаев, Вести Пермь. Компания Т+ не стала дожидаться окончания отопительного сезона и приступила к замене теплосетей в индустриальном районе Перми. Уникальную для наших климатических условий технологию удалось применить благодаря переключению теплоснабжения на резервную ветку. По словам специалистов, работы на этом объекте будут завершены уже в июне. Напомню, что по решению федерального центра в краевой столице с этого года действует новая модель рынка обеспечения теплом жителей. Переход краевой столицы на регулирование по методу альтернативной котельной предполагает общий объем инвестиций в модернизацию теплосетевого комплекса со стороны Т+ в несколько десятков миллиардов рублей в течение 15 лет. За это время будет модернизировано более 30% всех теплосетей, что существенно повысит качество услуг отопления и горячего водоснабжения. Пермские тепловые сети начали техническое переоружение магистральных тепловых сетей в индустриальном районе города Перми. Значит, уникальность следующее, что работы производятся во время отопительного сезона без прекращения теплоснабжения жителей города Перми и без снижения качества поставляемых ресурсов. Значит, в индустриальном районе будет заменено порядка 7 километров трубопроводов диаметром 800 миллиметров. На заседании Общественной палаты Пермского края застройщики, экологи и представители властей обсудили спорные моменты реализации проекта «Зеленое кольцо». На встрече присутствовал губернатор Дмитрий Махонин. Напомню, речь идет о преображении долин малых рек Перми, Игашихи и Данилихи. Экологи выступают за присвоение этим территориям статуса особо охраняемых. С этим не согласны застройщики и другие владельцы земельных участков вдоль этих рек. Однако договариваться придется в любом случае, подчеркнул глава региона. Проект «Зеленое кольцо» одобрен на уровне правительства России. Сейчас рассматривается вопрос о федеральной поддержке этого проекта. В местном и краевом бюджете также заложены соответствующие средства на реализацию этого проекта. Кроме того, крупные финансовые структуры, такие как Сбер, уже сейчас финансируют и поддерживают этот проект. Поэтому этот проект будет реализован. С этим надо, всем это надо понимать. Всего четверть земельных участков вдоль берегов Игашихи и Данилихи находится в частных руках. Работы по реализации проекта «Зеленое кольцо» пока идут на муниципальных землях. Члены Общественной палаты поддержали существующие планы властей и намерены создать дискуссионную площадку для взаимодействия органов власти и собственников. Последний муниципалитет уже предложил варианты по развитию их участков.
Сегодня было принято решение поддержать проект создания особо охраняемых природных территорий, экологических парков в долинах рек Ишихи и Данилихи, ну и также разработать регламент взаимодействия строительных организаций с органами госвласти и общественных организаций. Территориальное общественное самоуправление Перми как площадки для продвижения понятных и необходимых идей. Волонтерство, занятость и благоустройство. О необходимости повысить эффективность такой работы сегодня заявили на встрече представителей ТОСов и Пермской городской думы. К чему пришли, знает Марина Печенова. На этой внеурочной паре студентам Краевого индустриального техникума преподаватель и активист ТОСа Черняевский Ольга Кардякова рассказывает о нюансах адресной работы волонтеров. Среди тех, кто собирается помогать людям, Кирилл Балашов. Это приятно, когда ты понимаешь, что делаешь что-то доброе людям. Волонтерство – одно из направлений работы ТОСа. По мере необходимости ребята помогают пенсионерам по дому, поздравляют с праздниками. К примеру, сейчас начался сбор заявок на мытье окон. Мы вообще-то ориентируемся на событийное волонтерство. То есть, если где-то какое-то событие происходит, мы там. А летом по программе они могут трудоустроиться на территории микрорайона. ТОС Черняевский образовался в индустриальном районе в 2000 году. Сейчас под его шефством 56 домов. За это время полезных для горожан дел сделано немало. ТОС проводит культурно-массовые мероприятия, оказывает социальные услуги, проводит консультации по насущным вопросам. А еще на базе ТОС функционирует социальная студия музыкальной звукозаписи. Здесь под присмотром профессионала можно записать свои любимые песни. Среди проектов есть и те, что выигрывают городские конкурсы. Благодаря одному из них удалось обустроить сквер на Советской армии. Теперь вместо пустыря тут красуются клумбы и необычные качели. Удалось победить и в конкурсе Фонда президентских грантов. 2 проекта Фонда президентских грантов – это «Активное долголетие» и «Согреть теплом своей душе», где мы организовывали мероприятия, в том числе и досуговые, и волонтерские для людей старшего возраста. Встреча с активом ТОС сегодня состоялась у председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина. Он, в свою очередь, подчеркнул важность таких самоуправлений в жизни города. Мы создали рабочую группу, куда вошли депутаты Пермской городской думы. И задачей этой рабочей группы является повысить эффективность деятельности территориального общественного самоуправления. Мы обязательно позанимаемся совместно этой работой и сделаем так, чтобы большее количество пермяков, повторюсь, узнав об этом, вовлеклось. В планах преобразовать местный зал в театральную студию, чтобы можно было показывать спектакли. Ну а в ближайшем будущем все ожидают открытия клуба семейного творчества. Марина Печенова, Матвей Вершинин, Вести Пермь. Пожарные парашютисты приступили к тренировкам по прыжкам с парашютом. Это подготовка к весенне-летнему сезону, когда лесные пожары доставляют немало хлопот. Занятия включают в себя различные упражнения, развороты в воздухе, точность приземления. Используют сотрудники Пермского лесопожарного центра парашюты «Лесник-3», которые, по словам специалистов, позволяют маневрировать на высоте, простые в эксплуатации и надежные. От этого многое зависит в реальной ситуации, когда надо действовать быстро и четко, ведь ежегодно при тушении лесных пожаров им приходится прыгать с парашютом примерно 300 раз. Обычная работа. Кто-то едет на работу до автобуса, мы, допустим, добираемся на самолете, подлетаем к пожару, смотрим площадку, находим рядом с пожаром, желательно, и прыгаем на пожар. Такими сегодня были вести. Оставайтесь с нами и до встречи.